3/4 века назад наш народ одолел страшного врага. Эта победа далась дорогой ценой. Поэтому 2020 год, год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, указом президента Российской Федерации объявлен годом памяти и славы. Все знают о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне гражданах Советского Союза. Но потери якутян тем больнее, что республика потеряла каждого третьего своего жителя. Для нашей огромной по территории республики, находившейся в глубоком тылу, цифры потерь поражают. Не вернулись домой около 38 тысяч из 62 тысяч призванных на фронт. Еще более 60 тысяч человек на земле Якутии умерло от голода, болезней и героического беззаветного труда. Поэтому 75-летие Великой Победы для жителей Республики Саха-Якутия – это не просто юбилейная дата, а год особого чествования поколения победителей. В Якутии главой республики он объявлен годом патриотизма. В День воинской славы России участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Петр Конкин передал капсулу памяти с посланием молодому поколению. Так начались республиканские юбилейные мероприятия и акции к 75-летию Победы. В этот юбилейный год вот эта вся большая работа по подготовке, организации непосредственно этих больших мероприятий проводилась под непосредственной координацией Республиканского организационного комитета «Победа». Очень значимо этот организационный комитет возглавил глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Во всех районах республики также были сформированы такие организационные комитеты, начали такую планомерную подготовку по всем направлениям. И вот этот год, он, конечно, наложил свой отпечаток. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления были вынуждены быстро переформатировать свои мероприятия. Можно сказать, что в целом план выполнен. Но мероприятие пришлось проводить в новом формате. В основном это, конечно, дистанционный формат. Хочу отметить, что наши участники войны, они принимали участие. Была организована встреча, онлайн-встреча с главой республики 8 мая и другие встречи для того, чтобы все-таки наши участники войны, ветераны чувствовали внимание, чувствовали поддержку со стороны нас всех. Одной из таких значимых инициатив Республиканского организационного комитета, конечно, был сбор средств в Фонд «Победа». Фонд «Победа-75». Откликнулись масса наших граждан, наших коллективов, работников, предприятий, организаций. И на сегодня этот фонд уже саккумулировал более чем 19 миллионов рублей. Мы благодарим сегодня все те коллективы, предприятия, организации, всех тех граждан, которые откликнулись и приняли активное участие в сборе средств в Республиканский фонд «Победа-75». Все коллективы, общественные организации, кто принял активное участие в проведении и организации юбилейного года. Сегодня в Якутии проживают 63 участника Великой Отечественной войны, 4240 ветеранов тыла, 25 жителей блокадного Ленинграда, 525 вдов погибших участников Великой Отечественной войны, около 25 тысяч детей войны. С каждым днем все меньше и меньше остается ветеранов, живых свидетелей той страшной войны и тех, кто приближал победу, работая в тылу. Сегодня действительно социальная политика, она ориентирована на поддержку
наших представителей старшего поколения, наших ветеранов, участников войны. И, конечно, это не только реализация федерального закона о ветеранах, но в республике также приняты и дополнительные меры поддержки, и помощь на различные виды ремонта, капитальные, текущие ремонты. Это льготное предоставление материальной помощи на подключение жилых домов к источникам теплоснабжения. И в этом году главу республики Айсеном Сергеевичем Николаевым к юбилейным мероприятиям также введены единовременные выплаты, которые получали все участники войны, ветераны тыла. Впервые в этом году получили к юбилейной дате и дети войны. А республика одна из первых регионов, кто ввел в принципе эту категорию, этот статус «Дети войны». И в этом году непосредственно в феврале месяце было принято дополнительное решение. Эта категория была расширена. Туда были включены все родившиеся уже теперь по 31 декабря 1945 года. У нас выстроена такая система, что каждый участник войны, он действительно находится под патронатом. Одиноко проживающие ветераны тыла в обязательном порядке наши органы социальной защиты на местах патронируют одиноких людей, чтобы они не остались без внимания, без поддержки. Большую очень работу провели волонтеры по линии молодежи, волонтеры Победы. И особенно в этом году, когда пандемия, так скажем, несла свои коррективы, старшее поколение могло иметь такую вот возможность пригласить волонтера Победы. Значит, они помогали в доставке и помогают сегодня в доставке продуктов питания, лекарств, ну и какие-то другие тоже виды помощи. Наши социальные работники сегодня оказывают постоянную помощь ветеранам. И ни на один день, несмотря на то, что сегодня достаточно сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, ни на один день эта работа не остановилась. Самое важное теперь, когда живых свидетелей страшной войны и славной победы почти не осталось, помнить о них. Вспоминать не только по юбилейным и праздничным датам, сохранить память о героях у наших детей, а на тот фундамент, на котором взращивается патриотизм и забота об Отечестве. Поэтому важно, чтобы наши дети чувствовали преемственность поколений, гордились подвигами предков-победителей, хранили свою внутреннюю неразрывную связь с ними. Поэтому так важно издавать книги воспоминаний и ставить памятники, снимать фильмы и передачи, проводить школьные уроки мужества, заниматься с молодежью и подростками поисковой и исследовательской работой, заботиться о ветеранах войны и их вдовах. Знаете, никогда не забудем то, что люди, которые остались жить после прошедшей войны, стараются быть добрыми, внимательными друг к другу. И то, что отношения вот к участникам войны отличные со стороны и правительств, и министерств, нам это помогает жить и радоваться, что мы видим солнышко и белый свет. Меня, как участника войны, предоставили в якутскую квартиру. Вот. И пособие тоже, пенсия достаточная, хорошая. Мы же не с Луны свалились, знаем возможности нашего государства. Так что я доволен. Вот в последнее время стали очень много уделять для ветеранов и внимание и помогать нам, чтобы нам было хорошо, довольно. Это радует меня. Я очень рад, что дожил до глубоких лет старости и получил такое удовольствие
что наше государство, в общем, постоянное внимание сейчас от государства. Вот это очень нас радует, ветеранов. Год памяти и славы охватил все города и улусы, поселки и наслега республики. Официальная программа торжественных мероприятий на местах пополнялась инициативами и предложениями простых якутян. Происходящие мероприятия – это все юбилейные, да? И один из таких празднований у нас появился, это 24 июня, это парад Великой Победы. У себя провели парад военной техники совместно с ДОСААФом. И была «Катюша», мотоцикл «Урал» тех военных времен. Мы сделали очень хороший военизированный парад к Великому параду 24 июня. Мы в мае месяце отметили великую дату, Великую Победу. Провели такие мероприятия, как акция «Георгиевская лента». Наши волонтеры Победы передали георгиевские ленты где-то 10 тысяч штук. Поем двором. Наши таланты, наши работники культуры, также наши волонтеры Победы, молодежь приезжали во двор и пели, поздравляли наших ветеранов. Люди выходили с своего балконы и смотрели, и радовались, и все вместе поздравляли своего соседа, участника Великой Отечественной войны. В муниципальных районах, поселениях тоже очень грандиозно отметили празднование 75-летия Великой Победы. Сами жители инициировали, да, совместно с администрацией, да, и во многих муниципальных районах установили тоже памятники, посвященные вот Великой Победе. Вот, например, я хочу отметить инициативу простого человека, да, жителя Горного района. Он сам инициировал и собрал полный аналог танка Победы Т-34. Он сам смастерил, сам сварил. Очень хороший подарок сделал всем своим землякам Горного района. Администрация там построили очень хороший сквер. И там поставили вот этот танк Т-34. Таких строительств в нашей республике очень много. Люди со всей этим патриотизмом подошли, пониманием, ответственностью подошли к этим мероприятиям, потому что самое главное — помнить и гордиться. Какая большая объемная работа прошла на нашей республике. Я сегодня пользуюсь случаем всем, кто причастен к этим мероприятиям. Хочу еще раз выразить свои слова благодарности. Один из больших мероприятий это было, мы еще это 10 мая 2019 года дали старт, это эстафета Знамени Победы. Знамя Победы посетил все муниципальные районы, все поселения. Пользуясь случаем, хочу тоже выразить слова благодарности нашим муниципалитетам. Да. Они достойно встретили, достойно приняли эстафету Знамени Победы. Были очень много мероприятий, начиная с дошкольного возраста, заканчивая нашими ветеранами. Очень хорошо провели вот эстафету Знамени Победы. Завершающий этап эстафеты Знамени Победы мы 8 мая сделали водружение на площади Победы. Тоже это очень знаковое мероприятие, торжественное мероприятие. Соблюли все правила. Да? И после этого по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий и ветеранов внутренних дел в начале июля месяца они водружили в Момском районе, в самой высочайшем высоте пика горы Победа, наше знамя Победы. Продолжением акции стала экспедиция «Знамя Победы». Группа из 12 ее участников 7 июля 2020 года совершила восхождение на высочайшую точку Якутии и северо-востока Сибири – пик Победа. На ее вершине, на высоте 3003 метра, было водружено Знамя Победы как символ нашей памяти о неувядающем подвиге советского народа, о нашей Великой Победе. Организаторами экспедиции стали Республиканский фонд «Победа», Министерство внутренних дел Якутии и общественные организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Якутии. Экспедиции также оказали поддержку Якутское региональное отделение Русского географического общества, Федерация спортивного туризма Якутии,
предприниматели Афанасий Алексеев, Иванов Трофим и братья Ушницкие. Мы в описании, в изучении, изучали же вот эту вот всю характеристику местности, да, там всегда были ветра, всегда были облака, там, да, все-таки гора, там облака иногда задерживаются и задолго, надолго, да, и можно было там неделями ждать, пока распогодится. В нашем случае на следующий же день уже погода открылась, и интересно, что вообще не ветрено было, да, ветров вообще не было, хотя гора Победа всегда славилась своими ветрами, да, и на небе появились такие интересные такие бабочки. Они как сверчки, как бы похожи, да, светлые такие, серовато-светлые бабочки, их оказалось превеликое множество. Еще можно подумать, когда ветром задуло вот снизу, да, несколько штук, когда ты видишь. А когда видишь миллионы, можно даже сказать сотни миллионов этих бабочек, я сначала подумал, что снег идет, а потом приглянулся, это, оказывается, бабочки. Их очень-очень много было. И мы про себя вот такие вот думаем, к чему бы это, да? Наверное, каждый в душе, как-то по-другому, по-разному себе воспринимал, но пришли к общему мнению, то, что это, наверное, души наших дедов, умерших воинов, солдат, которые принимали участие, каким-то образом вот находились рядом с нами, и благодаря чему вот и погода стояла нормальная, да, и восхождение как-то вот очень было таким приятным, спокойным, и восхождение хорошо удалось нам. На такое мероприятие взяли с собой фотографии своих родственников, тех, которые воевали, тех, которые потом строили нашу мирную жизнь, которые в тылу тоже защищали нашу Родину. Фотографии наших дедушек, бабушек. Там на вершине мы совершили бессмертный полк. Именно на пике самой горы Победа, которая была названа в честь Великой Победы, которые принесли вот и они, наши деды. Ярким событием республиканского масштаба стал 22-дневный сверхдальний лыжный переход из арктических улусов. Он был посвящен мужеству якута Семена Сюльского, совершившего в студеном январе 1942 года переход из Булунского улуса в Нюрбу, чтобы попасть на фронт. С тех пор прошло 78 лет. В марте 2020-го его путь на лыжах через Жиганск и Верхний Вилюйск общей протяженностью 1300 километров повторила семерка смелых – ветераны спорта, учителя, тренеры, охотники. Все эти ребята, которые сегодня участвовали в переходе, лыжном переходе, это опытные товарищи. Это 4, которые прошли маршрут 2185 километров Чурапчи, Небестя-Соттинца-Тикси в 2010 году. Один у нас, Вася Павлов, он был включен в книгу рекордов Гиннесса в 2004 году. Ну и 2 наших молодых участника. Это Семену Корякину 22 года и Людмила Владимировна Горнакова, учитель физкультуры. Лыжный переход поддержали Республиканский благфонд «Победа» и Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия, Союз товаропроизводителей. Для защиты лыжников от волков Дирекция биологических ресурсов предоставила инспекторов. В истории Великой Отечественной войны были тысячи, сотни тысяч добровольцев, которые по своему желанию рвались на фронт. Но среди них такого второго Сюльского, который для того, чтобы попасть на фронт добровольцем, преодолел на лыжах 1300 километров, 40-градусные морозы, и таким образом добился своего желания, такого нет. Попал на фронт, воевал под Курском, попал в плен, смог уйти из плена, воевал в партизанском отряде, освобождал Украину и войну окончил в Праге. Это единичный, уникальный случай, показатель того духа патриотизма. Встали на лыжи и участники исторической реконструкции боя на озере Ильмень, что в Новгородской области. В 1942 году, 23 февраля,
Почти 600 якутян в составе 19-й отдельной лыжной бригады 12-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й армии Северо-Западного фронта атаковали высоту, занятую врагом. Под шквальным огнем артиллерии и авиации противника 300 бойцов погибли. В память о мужестве якутских воинов 22 февраля на озере Сайсары в городе Якутске прошла реконструкция боя. Сами участвовали, сам я там пробежался от окопа до окопа, как говорится. Ну и дети попробовали, вот опять же, военно-патриотика, попробовали воссоздать всю эту тему. Ну, мы наделали же деревянные автоматы, деревянные винтовки. Плюс у нас есть каски, у нас там кто-то шил халаты. Выступили с речью, причем мы все были в форме, которая была именно соответствовала тому году. То есть потом мы вышли на исходные рубежи, пошли в атаку. Не каждый дошел по этому снегу, прочувствовал, что это такое, даже с деревянным автоматом, макетом. Ну и потом много было, что делились, как это было тяжело и как это было ой-ой-ой. Было интересно, и даже спрашивали, как поучаствовать, просили потом фотографироваться с нашим оружием, то есть с участниками фотографии делали. Вполне. Летом 6 якутских спортсменов вылетели в места боев на Ильмене, чтобы пробежать 246 километров с факелом, зажженным от вечного огня площади Победы Якутска. Участники пробега привезли с собой горсти родной земли и портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Пробег организовал ветеран спорта Якутии, участник лыжного перехода до Нюрбы Дмитрий Горохов. Его начинание поддержали Республиканский совет ветеранов войны и труда и постоянное представительство Якутии. Спортсмены вместе с жителями тех мест почтили память бойцов минутой молчания памятника Урасы в Старорусском районе, на которой выбиты имена 255 погибших воинов-якутян. Наши земляки все больше и больше вовлекаются в это патриотическое движение, потому что сегодня мы все чувствуем, что патриотизм – это не просто интерес к истории, это не просто какие-то воспитательные моменты. Патриотизм – это состояние нашей души. Патриотизм – это гарантия свободы и безопасности нашего государства и общества. За тысячи километров от своей малой родины защищали свое отечество десятки тысяч якутян. Они сражались за родину в Бресте и под Москвой, стояли насмерть в Сталинграде и на Курской дуге, громили немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, под Ленинградом и Новгородом, в Белоруссии, Прибалтике, Молдавии, освобождали страны Европы, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, Югославию, Польшу. Штурмом взяли сердце фашистской Германии – Рейхстаг. Солдаты есть солдаты, нас посылали, мы шли также в бой, так. Там что творилось, там вообще гиблое дело было, так. У нас было это, предместье Дерри, город Спандау. Было там всего, вообще было, все смертельно было. И немцы гибли, и наши гибли. Когда мы Берлин взяли, у нас это накрылось 800 техники, все разбито было. Встретились с американцами, с англичанами, обнимались, целовались, думали, что вместе будем жить так. А народ такой же самый, что мы, что и американцы, какая разница. В День Победы 9 мая в Новгородской, Псковской и Тверской областях местные администрации вместе с делегациями от Республики Саха-Якутия возложили венки и цветы к мемориалам и монументам воинам-якутянам, выпустили в небо белых голубей. 3 сентября группа якутян прибыла на места захоронений своих земляков в Новгородской области, посетила памятный знак воинам-якутянам, защитникам Старорусского района, побывала у восстановленного в 2020 году памятника Сергя. В рамках межрегионального взаимодействия, сотрудничества с регионами Российской Федерации, в рамках реализации тех соглашений о сотрудничестве у нас на сегодняшний день имеется 42 соглашения с регионами. И как раз вот было подписано соглашение с Новгородской областью,
с Тверской областью, с Республикой Крым, где как раз мы ведем работу, в том числе и по увековечению памяти воинов-якутян, которые пролили кровь как раз и сложили свои головы в Новгородской земле, в Тверской земле. Мы продолжим в рамках государственной политики Республики Саха-Якутия в области сохранения памяти, пропаганды исторического наследия и воспитания, патриотического воспитания подрастающего поколения. В этом году торжественно открыт Ржевский памятник советскому солдату. Рядом с ним находится мемориал в деревне Филькино, посвященный памяти воинов из Якутии. На нем высечены имена 1182 красноармейцев, сражавшихся на подступах к Москве. Благодаря гранту президента России, который получил проект «Герой земли Алонхо», в этом году благотворительный фонд ветеранов Крайнего Севера «Эрель» смог восстановить и нанести на памятные скрижали имена 524 погибших якутян.